Как я упомянула ранее, в пункте передержки бездомных животных Якутска установили мораторий на выпуск собак. Всех проверят на наличие заболеваний и агрессию. Пока город оправляется от шока после вчерашних событий, мы решили разобраться в федеральном законе, регулирующем ответственное обращение с животными. Мнение экспертов узнавала наш корреспондент Мадина Халикова. Федеральный закон под номером 498, или в народе закон Бурматова, документ, который должен регулировать численность бездомных животных на улицах, а также призывать к ответственному обращению владельцев домашних питомцев. До его принятия в 2018 году животное, грубо говоря, было приравнено к вещи, части собственности, либо были бесхозными объектами. 3 года назад правила изменились. Определили, что ни в коем случае животное, которое здорово, которое не имеет каких-то заболеваний, повреждений, препятствующих нормальной жизни, не должно быть уничтожено. То есть убито, отстреляно или еще. То есть действия какие предписаны, если мы говорим о проблемной сами сейчас ситуации, действия предписаны. Мы отлавливаем, получается, чипируем, стерилизуем и отпускаем в естественную среду обитания. В данном случае естественной средой обитания у нас будет, получается, муниципальное образование. И с одной стороны, это самый гуманный метод борьбы с численностью бродяжек. Ведь если животное не будет плодиться естественным путем, через время в этой самой естественной среде их станет меньше. Только такая перспектива, рассказывают юристы, долгосрочна. Собаки живут долго, и эффект от принятия этого федерального документа увидеть можно лет через 10. А проблема есть сейчас, и она назрела остро. Ведь и животные, которые обитают в центральной и южной части нашей страны, разительно отличаются от тех, что бродят по улицам в северных территориях. Не учли и психологию поведения особей. Собаки, сбившиеся в стаи, гораздо агрессивнее, чем те, что гуляют в одиночку. У общественности есть свои предложения. В исполнении закона, опять же, муниципалитет, он делает в рамках закона. То есть пункт передержки, его финансируется, там все, что надо, делается, собаки выпускаются. Надо делать не пункт передержки, а делать резервацию, то есть пожизненное содержание собак. Отлавливать где-то в закрытой территории, но не на бюджетные деньги, опять же, а на деньги спонсоров или, так сказать, каких-то организаций, и содержать собак там пожизненно. Только найдутся ли меценаты, готовые жертвовать средства на пожизненное содержание животных, вопрос риторический. И даже хозяева выбрасывают собственных собак. По разным причинам, особенно в частном секторе, эта проблема актуальна. Сейчас из якутского бюджета выделяют средства на отлов. На следующий год это больше 2,5 миллионов рублей. Реализуют их по конкурсу через закупки. То есть подрядчики могут понижать стоимость и предлагать более выгодный вариант. Сегодня цена за одну особь чуть выше 4000 рублей. Закон, который на данный момент работает, федеральный закон, именно не учитывает наши условия нашей республики, нашего региона. Поэтому мы при поддержке, при помощи общественников, наших муниципалитетов, народных депутатов, юристов разработали свои предложения именно федеральный закон для внесения изменений на рассмотрение в Государственную Думу. Сейчас отстрел и усыпление запрещено. Никакого самосуда быть не должно. И людям, и организациям светит реальный срок за такие действия. Предложения в изменения в проект закона, которые на рассмотрение в Нижнюю палату парламента направят народные депутаты, включают: первое – гуманное умерщвление, и второе – исключить из федерального закона слова «возврат на прежнее место обитания». Мадина Халикова, Артем Алексеев, Якутск.